На полях Вурнарского района полным ходом ведутся уборочные работы. Ход уборки урожая находится под пристальным контролем руководства района. В целях ознакомления с ходом уборки зерновых в ряде хозяйств района побывали глава администрации района Андрей Тихонов и его первый заместитель, начальник отдела сельского хозяйства и экологии Вячеслав Горбунов. Первым объектом посещения стало хозяйство «Победа». Добавим, что сельскохозяйственное предприятие из года в год входит в список 100 лучших аграрных предприятий региона. Хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Упор также делается и на развитие животноводства. С положением дел в хозяйстве ознакомила ее бессменный в течение 20 лет руководитель Алевтина Семенова. Алевтина Петровна ознакомила гостей с ходом уборки ячменя на поле хозяйства. Руководство района посетило склады хозяйства, где идет очистка и сортировка зерна. Ознакомилась с парком сельскохозяйственной техники. Глава администрации района Андрей Тихонов пожелал работникам хозяйства успешного завершения всех работ. Далее было посещено СХПК Янгорчина. Руководитель хозяйства Геннадий Романов отметил, что уборка зерновых идет слаженно. Сухая погода позволяет наполнять склады зерном без предварительной сушки, что позволяет снизить затраты. Из 601 гектара зерновых и зернобобовых культур убрано 419 гектара. Руководитель хозяйства надеется на дальнейшую бесперебойную работу уборочной техники, удачного завершения уборки зерновых. В ходе рабочей поездки руководители района посетили и поля сортоиспытательного участка в селе Янгорчино. Заведующая участком Светлана Алексеева отметила, что на полях участков в текущем году выращено 37 сортов яровой пшеницы, 15 сортов ярового ячменя и 9 сортов овса. Каждая делянка убирается отдельно. Ведется испытание каждого из вышеназванных сортов зерновых культур. Сортоиспытательный участок является своеобразной лабораторией, где ведется детальное изучение того или иного сорта определенной культуры. Сортоиспытательные участки были созданы еще во времена Советского Союза, которые наряду с сортоиспытанием занимались и изучением технологии возделывания сортов. С 23 августа на территории Вурнарской центральной районной больницы начал свою работу новое отделение Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы «Морг» в поселке Вурнары. Вопрос отсутствия морга на территории района стоял остро в течение нескольких лет подряд. На проведение процедуры судебно-медицинской экспертизы покойников жители района ездили в соседние Аликовский, Канашский и Бресенский районы. Проблема была сдвинута с мертвой точки в 2020 году, когда было решено построить новое здание морга. В текущем году были начаты и завершены строительные работы. Теперь новое здание морга готово к функционированию. Подготовлены рабочие места, оборудованные необходимой оргтехникой. Представители власти отметили, что морг является социально значимым объектом. Было отмечено, что оснащение учреждения соответствует всем требованиям. В межрайонном отделении Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы проводится судебно-медицинское и патологоанатомическое исследование тел умерших, выдача медицинских свидетельств о смерти, прием граждан по личным вопросам, консультация сотрудников правоохранительных органов, ежедневный мониторинг смертности, освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц, прием операционно-биопсийного материала акушерского, выезд на места происшествия в составе оперативной следственной группы. Вурнарский район с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Чувашской республики Владимир Степанов. Целью его визита стало ознакомление с процессами организации и хода вакцинации, проведением профилактической работы с населением в районе. Министр в первую очередь посетил территорию рынка, где шла оживленная торговля, был большой поток посетителей. На этой же территории разместился мобильный пункт вакцинации. Все желающие имели возможность прямо на месте сделать прививку от COVID-19. Министр Владимир Степанов отметил, что показатели темпов вакцинации в районе необходимо увеличить. Для этого необходимо проводить активную работу с населением, особенно в период напряженной эпидемиологической обстановки. В работе медицинским работникам помощь должна оказывать и местная власть, главы поселений, депутаты. Действовать нужно сообща, доносить до населения правдивую информацию, убеждая, что в настоящее время единственным способом спасения жизни является вакцинация. Владимир Степанов прошелся и по торговым рядам уличного рынка, торговым
точкам здания рынка, чтобы выяснить, соблюдаются ли здесь ограничительные мероприятия. Здесь стало ясно, что многие все же нарушают требования, не носят маски. Министр сделал замечание прогуливающимся по рынку жителям, напоминая, что в общественных местах по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Далее в Большом зале администрации Вурнарского района прошла встреча с главами администрации городского и сельских поселений, депутатами районного собрания депутатов. В ходе встречи также была активно обсуждена тема вакцинации населения, организация работы в этом направлении. Министр подчеркнул, что в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой с коронавирусом в регионе и стране в целом необходима широкая разъяснительная работа с населением. Люди продолжают умирать от этой тяжелой болезни, причем сейчас смертности подвергается трудоспособное население. Поэтому общей задачей для всех является уберечь и защитить людей от этой коварной болезни. Владимир Геннадьевич привел примеры из истории, когда лишь с помощью вакцинации всего населения удалось победить такие болезни, как холера, чума, полиомиелит и другие. Владимир Степанов развеял несколько мифов о вакцинации. Один из них был о высокой летальности после прививок. Глава Минздрава заверил, что таких случаев в Чувашской республике зарегистрировано не было.